Кузнецом работаю я давно, а вот обучаю 10 с лишним лет, и у меня 100 с лишним учеников. Я вот работаю в колледже технологии и дизайна, там преподаю мастер производственного обучения. На день хомуса вот якутские мастеров попросили, чтобы они возродили монгольский хомус. Хэн-кур называется вот это. И вот каждый мастер делает свой хомус, и будем показывать представителям из Монголии. Изготовление хомуса это зависит от мастера. Если опытный мастер, то можно за 2 дня готовить. Если неопытный, начинающий, то можно 3-4 дня, можно неделю делать. И смотря какой хомус и кому предназначен этот хомус. Люди приходят, вообще начинающие, они сами да не знают, какой хомус им нужен. А этот, который с опытом, 5 лет, 10 лет играли на хомусе, они уже свои мнения имеют, поэтому им надо делать по ихнему капризу. Так что хомус одинаковый всегда не бывает. Надо их долгоиграющий, низкой тональности и высокой тональности, это смотря на какой теме они играют, поэтому надо своего клиента хорошо обучать, потом только надо делать хомус. Ну, дружить надо с клиентами. Сейчас у нас в Якутии только взрослый хомус и детский хомус различается. А по звучанию это низкий, средний, высокий, это уже совсем другое. По-разному можно делать. Еще одноязычный, двуязычный, да? Да, двухязычный тоже есть, но она, по-моему, не слишком не котируется. Обычно на традиционном старый кузнец, как Гоголь сделал, Семен Аманиковус, он сделал по ихнему эталону, вот до сих пор мы делаем, сейчас очень много делают. Сейчас хомус хорошо развивается, дети даже не то что школы, с садика начинают играть. Поэтому сейчас хомуса спроса много. Простой хомус просто это с проволоки катанка, корпус делается и язычок делается, ну, с пилы отрезается и делает. Ну, можно делать с другого, из нержавейки можно делать корпус. Это уже трудновато будет, она крепкая и очень долго им работать надо. Хомусу делать только из 2 материалов, а футляр можно делать из любого дерева. И вот монгольский хомус сделал я, но я жалко не знаю их мелодии, как играют. Просто нам показали, что по размеру отправили. И вот мы хомус сделали, но, по-моему, наш хомус все равно звенит как якутский. Они обычно играют вот так, пальцами, а мы вот так ударяем. Такой маленький хомус. У нас детский и то больше. Якутский мастер сделал по-якутски звучать.